На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главном. Совместный проект Сухума и Нижнего Новгорода. Памятники истории и архитектуры. В Сухуме получат современную подсветку. Гумистинская, Киарас и Аргун. Укладка дорог ведется на 3 улицах нового района столицы. Место, где уже 95 лет звучит музыка. Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба в этом году отмечает юбилей. Накануне свой юбилей отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Дмитрия Медведева с юбилеем. В поздравительном адресе главы государства, в частности, говорится: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, народ Абхазии навсегда сохранит в памяти и с глубокой благодарностью будет вспоминать историческое решение, которое вы приняли 26 августа 2008 года, подписав указ о признании независимости Республики Абхазия. Это судьбоносное решение привело к осуществлению многовековой мечты нашего народа – жить в независимом, признанном государстве. Особо хочу отметить, что и сегодня вы проявляете внимание и оказываете всестороннюю поддержку нашей стране. Это для нас имеет большое значение и является свидетельством неизменной дружбы и союзнических отношений между Россией и Абхазией». Конец цитаты. А в понедельник президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравительный адрес с Днем независимости сопрезидентом Республики Никарагуа Хосе Даниэлю Артеге Сааведре и Росарио Мурильо. В поздравлении, в частности, отмечается: этот праздник символизирует героическую борьбу никарагуанского народа за свободу и право самостоятельно определять свое будущее. Он олицетворяет верность идеалам справедливости, национального достоинства и независимости, которые близки народу Абхазии. Абхазия высоко ценит дружественные отношения с Никарагуа и придает большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами. Мы уверены, что наше взаимодействие в духе уважения и взаимной поддержки будет последовательно развиваться во благо наших народов. Сотрудничество в области общественно-патриотического воспитания молодежи и обмен опытом по поддержке ветеранов обсудили вице-президент Абхазии Беслан Бегвава и представители администрации президента России, сообщает пресс-служба главы государства. Бегвава встретился с замначальника департамента общественно-патриотических проектов Управления президента России по общественным проектам Павлом Рыжинским и ветераном боевых действий, представителем Ассоциации ветеранов СВО Александром Урюпиным. В ходе визита делегация из России планирует встретиться с представителями ветеранских организаций, а также посетить районы Абхазии и возложить цветы к памятникам защитников. Состоялось первое рабочее совещание парламента республики после каникул. Депутаты обсудили вопросы, связанные с рассмотрением отдельных законопроектов на предстоящих заседаниях осенней сессии, сообщает пресс-служба Народного собрания. Премьер-министр Владимир Делба поздравил коллектив редакции газеты «Республика Абхазия». Поздравление отмечается: дорогие друзья, примите поздравления с годовщиной основания газеты «Республика Абхазия», главного русскоязычного печатного издания страны. У редакции богатая история, она унаследовала лучшие традиции своей предшественницы Советской Абхазии. Газеты, которую тысячи наших граждан ждали каждый день, куда обращались со своими проблемами, на страницах которой выражали свою позицию, идеи, делились опытом. Несколько поколений выдающихся мастеров пера трудились в редакции, создавая ей высокий авторитет. И сегодня ветераны национальной журналистики продолжают работать в Республике Абхазия, делясь бесценным опытом с молодыми коллегами. Уверен, что ставшая частью нашей жизни газета «Республика Абхазия» будет и впредь востребована, свежа и ответственна перед своими читателями. Владимир Делба пожелал коллективу редакции газеты счастливых творческих лет, благополучия и успехов. В Гале отметили вековой юбилей санитарно-эпидемиологической службы. Министр здравоохранения Эдуард Будба, глава администрации Галского района Константин Пиля и главврач Республиканской СЭС Алла Беляева поздравили всех сотрудников и ветеранов, подчеркнув их важную роль в сохранении здоровья нации, особенно во время пандемии COVID-19. Президент Бадра Гунба присвоил почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» Тинатин Джорджуа.
паразитологу Галской СЭС, Валентине Зайцевой, паразитологу СЭС Сухума, Ирине Степановой, главврачу Гулрыбской СЭС. Почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено Белли Лазба, бактериологу Гутаутской СЭС. Многие сотрудники также получили ведомственные медали и грамоты Минздрава, а главврач Республиканской СЭС Алла Беляева награждена медалью за заслуги перед отечественным здравоохранением. Российские специалисты приступили к точечному ремонту кровли в школе искусств имени Ковача в Сухуме. Об этом сообщает «Спутник Абхазии». Сегодня провели осмотр кровли, обнаружили, что она находится в аварийном состоянии и требуется капитальный ремонт. Наши сотрудники приступили к точечному ремонту кровельного покрытия с целью временно предотвратить основные протечки, сказал инженер горстройпроекта из Санкт-Петербурга Роман Горбачев. По его словам, работы будут продолжаться на протяжении 2 дней. На объекте трудится 6 человек. Директор школы искусств Михаил Алхазов в свою очередь сказал, что проблема с кровлей здания существует уже давно. Памятники истории и архитектуры в Сухуме получат современную подсветку. Это совместный проект Сухума и Нижнего Новгорода, которые недавно стали городами-побратимами. В эти дни коллеги из Нижнего приехали в Абхазию, чтобы поделиться своим опытом по организации подсветки значимых исторических и архитектурных памятников. В Сухумской крепости прошла лекция на эту тему. Подробнее Надежда Боровикова. Международный экопроект по развитию побратимских связей проходит в Сухуме. В рамках проекта специалисты из администрации Нижнего Новгорода приехали в Абхазию для обмена опытом, в том числе по организации подсветки на значимых памятниках истории, культуры и архитектуры. Сейчас мы проводим международный экопроект «Пространство дружбы», город Сухум, Нижний Новгород. И дело в том, что мы приехали с вами поделиться опытом, который имеет наш город. Началось это еще с дней празднования 800-летия, когда мы осуществляли архитектурно-художественную подсветку наших объектов, исторических зданий, в том числе делали благоустройство. И в наших побратимских отношениях это важно, поделиться опытом и показать, как можно достопримечательности подсветить, в красивом свете представить. Специально для гостей из Нижнего Новгорода сотрудники Сухумской крепости провели открытую экскурсию. Узнать историю города, увидеть воочию археологические артефакты и понять культуру местных жителей очень важно для правильного выбора ключевых объектов, которые планируется украсить подсветкой. Я уже не первый раз приезжаю именно в этом текущем году. И действительно несколько объектов, которые администрации города Сухум были предложены для совместной работы, мы их уже съездили, посмотрели со всех сторон и совместно выбрали именно те объекты, которые имеют историческую значимость, которые являются душой жителей города. Это вот памятник Диоскурия, памятник Баграта, колоннада, здание администрации города, администрации Сухум. Эти объекты сегодня возможны к обсуждению. И именно каким образом подсветить, где-то показать эти здания в красоте, чтобы они стали, и они так и есть, карточка вашего города. В рамках побратимских отношений в Сухуме уже проходили Дни Нижнего Новгорода. При поддержке нижегородцев проводится реконструкция парка в новом районе. И вот очередной этап – встреча с горожанами. Это возможность не только рассказать об опыте Нижнего Новгорода, но и узнать мнение жителей Сухума. Сегодня это ряд лекций, презентаций, встреч с жителями, со студентами, со всеми интересующимися, с туристами, с гостями города. Для чего? Для того, чтобы мы побольше узнали о наших городах, рассказали друг другу о наших городах, посоветовались. Что, вот, на самом деле, вот искренне скажу, да, мы видим подсветку в своем городе, предлагаем вам свою. Вы говорите, мы морской город, мы хотим более такие теплые тона. Это очень важно, потому что радует, что житель участвует в этих процессах, участвует, выражает свое мнение. Они хотят видеть свой город красивым, они хотят видеть город красочным для того, чтобы приезжали гости. А я знаю, как в Сухуме, в Абхазии относятся к гостям. Локация для проведения лекции выбрана не случайно. Сухумская крепость, один из важнейших памятников истории и культуры Абхазии, тоже, скорее всего, попадет в перечень объектов, которые обзаведутся красочной иллюминацией. Надежда Боровикова, Сасрыкла Гуха, Абаза ТВ.
Открытие республиканского волонтерского центра в Абхазии состоится 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба команды Абхазии. Работу центра на полях форума «Добрено» обсудили финалистка конкурса управленцев, автор проекта Саманта Делба и руководитель проектного офиса программы обучения служением Дмитрий Варанкин. Сообщается, что центр станет единой платформой для координации добровольческих проектов, популяризации волонтерства, обучения добровольцев и реализации проектов в сферах социального, экологического, событийного и чрезвычайного волонтерства. Укладка дорог ведется на 3 улицах нового района столицы – Гумистинской, Кераз и Аргун. Завершение работ ожидается уже в этот вторник. Средства для ремонтных работ выделены из республиканского бюджета. Подробности в репортаже Рады Чачава. 240 метров, 328 метров и 4730 метров. Такова протяженность 3 улиц нового района, где ремонтные работы, проводимые за счет средств республиканского бюджета, позволят местным жителям беспрепятственно передвигаться в собственных дворах, а также значительно упростят транспортную доступность района. Ведущий инженер технадзора управления капитального строительства Аслан Анкваб поделился с нашей съемочной группой деталями ремонтных работ, завершение которых планируется буквально завтра. По инициативе депутата Астамура Герхелия эти улицы были осмечены. Одна улица Гумистинская, вот она находится в той части, мы ее уже заасфальтировали. Там порядка около 10 миллионов ее стоимость. Вторая улица, улица Аргун, она в той части, она в пределах 5 миллионов стоимость ее. И вот эту улицу, вот, которую вы сейчас видите, она тоже в пределах 5 миллионов. Асфальт уже проложен на улицах Гумистинская и Аргуна. Завершение укладки покрытия на улице Кеарас ожидается в самые кратчайшие сроки. По словам Аслана Анкваб, состояние дорог на перечисленных улицах нового района действительно было плачевным. Местные жители обратились с просьбой посодействовать в решении данной проблемы к избранному депутату парламента Астамуру Герхелия. Благодаря помощи администрации президента Абхазии, администрации столицы и кабинета министров ремонт дорог все-таки удалось провести. Вот на данный момент сейчас мы асфальтируем улицу Кераз, это улица Кераз, и она уйдет прямо туда, на Северную улицу, и мы выйдем на Картозия. Ой, плачевно – это не то слово, что можно было применить к этим улицам. Здесь было очень тяжело проехать. Детский сад, естественно, здесь. Ну, люди тоже, естественно, живут здесь. Астамур Герхелия в комментарии нашей съемочной группе от лица жителей района выразил благодарность всем причастным за оказанную помощь. Поручение президента – это одно, надо их еще и выполнять, и искать средства, сделать поручения по всем инстанциям. Эти люди на самом деле поддержали нас, поддерживают. Это не только одна улица, это улица Аргун, Гумистинская, Кераз в дальнейшем. Дальше есть еще мероприятия, которые мы сегодня не будем озвучивать. Сегодня пока по факту, что имеем. А так мы хотим поблагодарить в первую очередь президента, потом хотим поблагодарить на самом деле Тимура Михайловича Агрба. Этот человек рядом стоит, всегда с нами. И поблагодарить тех людей, которые сегодня принимают участие. Местные жители также поблагодарили всех причастных, отметив позитивные изменения в районе. Дело в том, что за последние 2-3 года очень существенно поменялась обстановка на районе. Как видите, асфальт, там подвалы чистят, потому что вода уже заливала нас, деваться некуда было. Ну, много очень сделано, очень много. И самое главное, что внимание уделяют. На наши просьбы депутаты всегда отзываются. Общая протяженность асфальтирования 3 улиц нового района составила более 5000 метров, а сумма, выделенная из республиканского бюджета, почти 20 миллионов. Подрядные работы выполняются организацией ООО «Спецдорстрой». Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ.
Помимо нового района столицы, в республике продолжаются работы по обустройству дорожной инфраструктуры. В Гудаутском районе проводятся работы по улицам Пушкина и Кераз. На текущий момент на Пушкина уже полностью проведены подготовительные работы. С завтрашнего дня начнется укладка асфальта по улице Кераз, рассказал начальник УКС Демир Гамисони. По улице 23 июля в городе Гудаута также будут осуществляться подготовительные работы. И в течение сентября месяца планируем начать проводить работы и по этой улице. В Ачамчирском районе уже закончены работы по 3 улицам. Это улица Чурая, улица Войнахская и улица Воронова. Сейчас планируется перенос техники на Моквинскую дорогу для того, чтобы к празднику успеть провести работы по устройству асфальтобетонного покрытия в село Мыку. И параллельно проведены уже работы, завершены в городе Сухум по улице Фазиля Искандера и в Кулерыбском районе по улице Рштуни в поселке Пшап. Работы активно продолжаются. Был решен вопрос с поставкой битума. Сейчас у нас уже есть согласованный график. И думаю, что до конца текущего года мы максимально приложим все усилия для того, чтобы реализовать всю ту программу, которую мы неоднократно уже озвучивали. И беспокойств в части того, что у нас будет проблема с реализацией, быть не должно. Люди и даты. 15 сентября свое 85-летие отмечает Сергей Михайлович Бебе. Выдающийся ботаник и лесовод, доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии. Он занимает почетное место как в отечественном, так и в мировом научном сообществе. Неоценим вклад ученого в науку о лесе и его сохранении. Ректорат, профессорско-преподавательский состав, студенты и весь коллектив Абхазского госуниверситета поздравляют Сергея Михайловича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, долголетия, дальнейших успехов в деятельности, благополучия и долгих лет жизни. В поздравительном адресе АГУ, в частности, отмечается: уважаемый Сергей Михайлович, вы по праву считаетесь одним из выдающихся представителей ботанической науки, чьи заслуги признаны как в Абхазии, так и за ее пределами. Вы стояли у истоков создания кафедры ботаники и лесного хозяйства, и ваши глубокие знания флоры Абхазии, а также богатый опыт в области интродукции растений внесли неоценимый вклад в развитие научного потенциала нашего университета и всей страны в целом. Мы особо ценим ваш вклад в воспитание и подготовку молодых специалистов АГУ. Ваша поддержка, творческие подходы, высокий профессиональный авторитет сыграли ключевую роль в их становлении. В нашем вечернем эфире смотрите проект «Автограф» с участием Сергея Бебе. 15 сентября свой 75-летний юбилей отмечает заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор, академик, директор НИИ ПИТ Абхазии Зураб Микваби. С 2009 года по сей день директор Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. В 2013 году защитил докторскую диссертацию на тему «Современные аспекты лечения огнестрельных ранений костей и суставов». В 2014 под его руководством издана монография «Огнестрельные ранения костей конечностей. Комплексное лечение». На сегодняшний день основная область научной деятельности Зураба Микваби – медицинская приматология, геронтология, доклинические исследования. За время работы руководителем ИПИТ Академии наук Абхазии он расширил связи с внешними научно-исследовательскими институтами и изыскивал возможности для проведения совместных научных работ. В нашем эфире смотрите проект «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком «Зураб Микваби. Медицинская приматология». Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба в этом году отмечает юбилей – 95 лет со дня основания. Оно было создано в сентябре 1930-го по указу Нестора Лакоба и стало первым профессиональным музыкальным учебным заведением Абхазии. За десятилетия здесь выросло не одно поколение музыкантов и дирижеров, многие из которых прославили абхазскую школу далеко за ее пределами. Наши корреспонденты побывали в училище, встретились с педагогами и студентами, заглянули на занятия и репетиции. Заур Кварчи расскажет о жизни и истории главной кузницы музыкальных кадров страны.
В самом сердце Сухума уже 95 лет звучит музыка. Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба – старейший центр профессионального музыкального образования Абхазии. Здесь рождаются исполнители, педагоги, дирижеры и композиторы. А еще здесь воспитывают особое мировосприятие, без которого невозможно само существование культуры. Мы разобрались, что музыка играет в жизни человека очень разностороннюю, многогранную и очень разнообразную. Сухумское музыкальное училище изначально, когда оно создавалось, оно было именно создано с целью воспитания профессиональных музыкантов в разных областей, то есть это дирижеры, пианисты, скрипачи, вокалисты, то есть весь спектр музыкального образования у нас представлен. То есть мы готовим детей разных специальностей, которые впоследствии будут сами преподавать в музыкальных школах или же заниматься концертной деятельностью в наших творческих коллективах. Ну, самые талантливые пойдут учиться дальше, и там уже с надеждой, что они сюда вернутся и возглавят уже следующее поколение, возглавит это учебное заведение, будет дальше как бы его историю продолжать. С первых лет работы в 1930-е планка здесь была высокой. И даже когда у Абхазии не было ни учебников, ни инструментов, нашлись люди, которые смогли создать настоящую школу музыки. Начиналось все с указа Нестора Лакоба. Первым директором училища стал Константин Ковач, венгр по происхождению, музыкант, влюбившийся в абхазский фольклор. Именно отсюда берут начало Государственный симфонический оркестр и хоровая капелла, а первые абхазские композиторы и дирижеры – выпускники этого учебного заведения. Мы изначально задали очень высокий уровень этому учреждению, то есть ему 95 лет, и вот когда его только создавали, возглавили его профессионалы очень высокого уровня, и они сразу задали очень высокую планку, академическую. И на всех этапах, самых сложных, мы эту планку старались не занижать. Конечно же, сейчас дети другие. Но они были другие в 30-е годы, когда учились. Тогда вообще приходили дети, не имевшие ни малейшего образования, иногда даже общего. То есть на разных этапах разные задачи. Вот сейчас задача на самом деле в том, чтобы дети, которые к нам пришли, и осознанные, и подготовленные, и неосознанные, и неподготовленные, все-таки тут остались. И по факту мы получили музыкантов хорошего уровня. Неважно, поет он на эстраде или играет классическую, академическую музыку, неважно. Наша задача выпустить образованных людей. За десятилетия училище воспитало целые поколения музыкантов. От первых пианистов и скрипачей до артистов, которые сегодня известны далеко за пределами республики. В разные годы стены училища покидали Людмила Логуа, Борис Амичба, Рожден Гумба, Баграт Багателя, а в новейшей истории Алиса Гицба, Лука Гаделя и, конечно, Хибла Гирзмава, имя которой знает весь мир. Много людей в моем роду, в моей семье связаны с музыкой, с игрой на фортепиано, с какими-то струнными инструментами или с педагогикой. И в моей жизни музыка тоже играет такую большую роль, поэтому мне нравится этим заниматься. Я хочу и планирую свою будущую профессию тоже связывать с музыкой. У меня с 6 лет сердце к музыке лежит, поэтому я решила в этом году поступать сюда. Пока мне все очень нравится, прям все. И преподаватели такие добрые, милые все. Ну и мы пока еще послушные. Я с детства пела. Вообще, мама это часто видела и записала сюда. Знаю, что у тебя есть уже какие-то успехи. Я прошла отборный тур на фестиваль «Белая трость», организатор Диана Гурская. Что тебя привлекает в музыке? Почему ты выбрала музыку? Не знаю, как-то душа с детства к этому лежала, что ли. Сегодняшние студенты делают свои первые шаги. Здесь учат не только владеть инструментом, но и думать музыкой. И пусть их первые этюды звучат еще робко, именно в таких аудиториях начинается дорога к большому искусству. А это их директор, народная артистка Абхазии Нинель Бжаня, показывает, какой вершины может достичь мастерство.
нашего училища начинался в 30-м году. Хотя были очень тяжелые годы, 30-е годы – это непростое время. Тем не менее, Лакоба посчитал нужным в Абхазии создать этот музыкальный техникум, он вначале назывался, потому что культура лежит в основе всего. И для Абхазии музыкальная культура началась именно, вот классическая музыкальная культура началась именно в нашем училище. Помимо этого, при техникуме была создана хореографическая студия, театральная студия, потом потихоньку этнографический хор. Это все потом преобразовалось в Абхазский государственный театр, коллективы государственные, хореографические. В общем, можно сказать, что это вот такой альма-матер нашей классической культуры. Мы, конечно, гордимся тем, что можем продолжать этот путь, что мы можем быть в этом училище, преподавать, воспитывать молодое поколение. Для нас это очень важно. Конечно, были серьезные проблемы послевоенные. Тот подъем культурный, который был до войны, и та атмосфера культурная, которая была до войны, к сожалению, после войны пошла на спад. И нам пришлось возрождать все заново. Мы возрождали как и оркестр, как многие другие государственные коллективы, в том числе и наше училище. Сегодня здесь обучается около 180 студентов. Работает детская музыкальная школа. Училище сохраняет традиции, но не боится и нового. Международные конкурсы, мастер-классы, проекты для детей – все это делает его центром культурной жизни Абхазии. Мы очень гордимся тем, что у нас такие юбилейные даты. Конечно, училище прошло очень большой путь. За это время было очень много выпускников именитых. На сегодняшний день мы уже имеем полностью укомплектованные все отделения музыкальные. Все, что необходимо в музыкальном училище, это инструментальный жанр, народные инструменты, духовые инструменты, теория музыки и многие другие отделения у нас открыты, мы ведем по ним прием. Ну вот за последние 20 лет я могу сказать, что училище идет большими такими шагами. Это и просветительская работа, и исполнительская работа. Мы делаем очень много проектов, предназначенных для детей всей Абхазии. Это и музыкальные каникулы, и парад концертов, где принимают участие учащиеся всех детских музыкальных школ. Мы стараемся, чтобы вот этот центр культуры музыкальной сохранился в нашем училище и надеемся на дальнейшее развитие. Ну а что касается наших сегодняшних выпускников, они с успехом поступают в вузы России, и самые лучшие вузы, там, например, Московская консерватория, где они прекрасно учатся на пятерке, заканчивают с отличными дипломами. Это говорит о том, что в нашем училище очень высокопрофессиональный педагогический коллектив, и я горжусь, что могу возглавлять этот коллектив. 95 лет – это только начало. Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба продолжает воспитывать поколения музыкантов, благодаря которым Абхазия звучит на самых престижных сценах мира. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абаза-ТВ. О спорте. 41 спортсмен будет получать ежемесячные материальные выплаты. В список вошли представители вольной борьбы, 15 человек, бокса, 8 греко-римской борьбы, 3 спортсмена, самбо, карате, киокусинкай и шахмат по 2, тайского бокса, тяжелой атлетики, настольного тенниса, фигурного катания и дзюдо по 1. Размер выплат составит от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Общая сумма поддержки 4,8 миллиона рублей. Решение реализуется в рамках исполнения поручения президента Бадры Гунба.
Впервые в новейшей истории нашей страны спортсмены будут получать ежемесячные материальные выплаты. Это действительно очень важное событие для нашего спортивного мира. Мы впервые запускаем механизм регулярной поддержки спортсменов, который показывает высокие результаты на международной арене. Всего в программу вошел 41 спортсмен, представляющий разные виды спорта. Наибольшее количество выплат получат представители вольной борьбы, их 15 человек. В список вошли также 8 боксеров, 3 спортсмена греко-римской борьбы, по 2 представителя самбо, карате кокусинкай и шахмат. Кроме того, ежемесячную поддержку получат по одному спортсмену в таких дисциплинах, как тайский бокс, тяжелая атлетика, настольный теннис, фигурное катание и дзюдо. Размер материальной поддержки варьируется от 10 до 30 тысяч рублей в месяц и зависит от уровня достижения спортсмена его вклада в развитие нашего спорта. В общей сложности на этой цели в текущем году предусмотрено 4 миллиона 800 тысяч рублей. Прежде всего, это признание труда наших ребят. Спортсмены ежедневно работают над собой, посвящают годы подготовки и выступлениям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что государство ценит их усилия. Поддержка поможет им сосредоточиться на тренировках, улучшить условия подготовки и ставить перед собой новые цели. Мы убеждены, что это только начало. В будущем мы будем стремиться расширять список дисциплин и увеличивать поддержку. Ведь сильный спорт – это престиж страны и мощный стимул для нашей молодежи. Я хочу сказать слова благодарности президенту Республики Абхазия Бадре Зурабовичу Гунба за поддержку в реализации очень важного для нас проекта. Мы уверены, что это даст новый импульс развитию нашего абхазского спорта. 13-14 сентября при поддержке Управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум и Федерации шахмат Абхазии состоялся традиционный открытый детский рейтинговый турнир «Алашра. Молодые надежды» в категориях до 7 и до 9 лет. Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами. Конно-спортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, пройдут на поляне Макпашта 27 и 28 сентября, сообщил корреспонденту «Спутник» начальник отдела молодежи и спорта администрации Чемчирского района Тимур Пачулия. В соревнованиях примут участие команды из 6 сел Чемчирского района и команда села Варча Гулрыбского района. Команды будут соревноваться в конном футболе, рубке, джигитовке. Также будет 2 забега на дистанциях 1,5 и 2 километра, отметил Пачулия. Победителей соревнований ждут кубки, медали и денежные призы. Внимания воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ во вторник, 16 сентября, с 0 часов до 17:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Синоп, улица Вавилова, улица Зеленая, Турбаза. Сейчас о погоде. Во вторник, 16 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем преимущественно без осадков. К вечеру из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 21 до 26 градусов. Температура морской воды 24 градуса, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.